Приветствую, друзья! Канал Якутия-24, программа «Просто вкусно», Петр Цепандин. Мы находимся в гастроцуде ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам в гости сегодня пришла человек с очень интересной профессией. Первый нутрициолог в Якутии Юлия Заболоцкая из Бекова. Юлия, приветствую, наконец-то, в нашей передаче тебя. Привет, Петя. Да, привет, Семен. Я смотрю, ты принесла так много всего. Да, что ты будешь готовить? Объясни, пожалуйста, нашим телезрителям. Что-то как-то у меня глаза разбегаются уже. Да. Ну, я сегодня принесла разные продукты. Эти продукты все подходят для любого типа питания. То есть они могут быть включены в любой вид диеты. В том числе даже хоть и медицинской, любой, да, потому что это продукты в основном растительного происхождения, как ты видишь, да, из животного здесь. Вот у нас только сметана. Но я вижу, мяса нету, да. Да, мяса нет. Немножко расправились, да, как мужики. Ага. Ну, ладно, и вот эти продукты, они, допустим, способствуют снижению артериального давления, например, снижению веса избыточного, да, то есть профилактике образования холестериновых бляшек, например, да, ну, то есть для разных типов диагноза. При диабете их можно кушать, вот эти рецепты, они такие, ну, скажем, как говорят, модно говорить правильное питание, это неправильное питание, это просто продукты, которые, в принципе, надо есть, они хорошие. Они хорошие, ну, да. то есть они подходят и там, да. Они хорошо, везде подходят, ну, я так думаю, мы потихоньку вообще разберемся вот с этим термином первое, разберемся, что такое правильное питание, что такое неправильное питание, диеты и все прочее, тем более, что ты дипломированный специалист, да, но что же ты все-таки будешь готовить, да? Сегодня мы будем готовить такой завтрак или десерт, или, может быть, это перекус. Ну, в общем, это блюдо, в принципе, может пойти куда угодно, потому что, по сути дела, с одной стороны, оно сладкое, с другой стороны, оно достаточно калорийное, но при этом не используется простой сахар. Когда калорийное, ну, вроде как и спортсменам уже можно. Да, и спортсменам можно, и детям можно, потому что здесь продукты, ну, вот яблоки, например. Что, яблоки детям нельзя? Нужно яблоки детям давать, да? Можно. Ну, что будет? Будет, что именно? Я не отстану. Хорошо, будет печеное яблоко, так. Да, и здесь мы будем готовить амарантовый смузи. Что это такое вообще? Ну, что такое смузи, все же, наверное, знают. Это такое... По мне, это какая-то жидкость. Короче, это по-простому пюре. Да, по-простому это пюре. Но просто пюре на базе фруктов, оно всегда не сытное. А амарант – это такой вид крупы, который может придать сытность. Ну, на месте амаранта, на самом деле, мог быть и рис, там, или там овсянка, да. Ну, то есть любая каша. Любая, по идее, каша. Крупа каша, но поскольку сейчас же модно говорить там про суперфуды, вот я принесла в студию амарант. Ну, чтобы увидели, что это такое. Да. Что это такое вообще, да? Что это такое вообще, да. Да, ну вот про суперфуд у меня тоже вопрос. Что за суперфуд? Это, ну, перевести в супереда. Ну, супер еда – это еда, которую очень сильно сейчас пропагандируют в интернете, что без нее вообще человек жить не может, она обязательно всем нужна, и трали-вали стоит, как правило, очень дорого. То есть суперфуд самое главное, это дорого стоит. Да, это стоит очень дорого. Ну, например, вот эта вот несчастная пачка 150 рублей, да? Для мажоров. Да, такая, ну... Почему для мажоров? Люди же не обязательно... Я все время буду насчет передачи, во время передачи подкалывать, так что сразу извиняюсь. Да. Не, ну, допустим, Анджелина Джоли такая сказала, я ем амарант, и все поклонники Анджелины Джоли захотели есть амарант. Есть амарант. Да. Хотя бы узнать, что такое. Я до сегодняшнего дня не знал. Я знаю, у Ени есть песня такая «Амарант Тайм», очень красивая песня, но сейчас узнал, что, оказывается, бывает амарант. В общем, это получается такой псевдозлак, то есть, по сути дела, это мелкие семечки. Мелкие семечки. Семечки. Да. С растений. Ну, с растений, да. Они растут в таких коробочках. В одной коробочке бывает до 1000 таких семечек. Ага. Да, вот. Да, и эти семечки, их обычно варят перед тем, как есть. Они обладают немножко ореховым вкусом. А почему они полезны? Потому что естественный источник железа, омега-3, омега-6 есть. Ну, витамины группы В, немножко фолиевой кислоты даже. То есть, в принципе, там для профилактики тоже анемии годный продукт. Но дорогой, дешевле печень. Ну, да. Вот. Так, и с чего начнем? Давайте начнем сегодня с простого. Да? Сначала мы запечем яблоки, потому что они долго пекутся. Ага. Духовка у нас уже нагревается, стоит. Да. Семен, может, ты это... Давай, я большим ножиком. Я вот не люблю дырки выковыривать. Выковыришь мне дырки. Ага. Яблоко запекается вот у нас в этой форме, в которой сразу можно подавать на стол. Вот, удобная такая штучка. Ну, так вот так надо надрезать, да? Шапки нужно ставить. Это, короче, наши шляпочки будут. Видишь ты, вот, да, это будет крышечка. Да, побольше потолще режь. Не стесняйся. Не стесняюсь. Семен, поширше вырезай, сильно узкая ГНМА, потому что мы туда орехи положим. Орехи, изюм. Что-то.
Вообще, получается, если говорить про еду для людей, у кого есть ограничения по сахару, да, вот этот рецепт, он, в принципе, неплохой, потому что мы тут сахар немножко дозируем, да. Во-первых, мы не добавляем просто сахарозу, вот этот белый песочек, да, мы используем естественные виды сахаров. Юль, начну издалека, да. Ты химик, биолог, но в какой-то момент стала нутрициологом. Да я еще знаю, ты еще и КВНщик, организатор всевозможных культурных мероприятий, транспортной компании, долго работала. Расскажи, пожалуйста, что такое нутрициология, да? Это же сейчас уже так модно, скажите, да? И с какого бока ты туда подобралась и почему именно это? Нутрициология – это наука, которая изучает воздействие продуктов питания в динамике на организм человека. То есть это, получается, дочерка, скажем так, дочернее общество биохимии и физиологии. Да? По сути дела, то есть, вроде как медицины далеко не ушло. Да, это специальность основная. Вот. Основной диплом. Да. И почему ты туда пришла? Ну, я из-за проблем с своим здоровьем пошла учиться, потому что я в Якутске не нашла специалиста. А ехать в Москву, извините меня, да, это билет в Москву покупай, там где-то живи, короче, потом этому нутрициологу плати. Ага, ну и вот, все, решила сама учиться и переучилась. Но это наука. Это наука. А когда она вообще появилась? Вообще первые зачатки диетологии, они возникли достаточно давно, да, если вот говорить... Диетологии. Раньше называлось... Это разные вещи. Почему у меня в голове каша, короче, образуется? Я расскажу подряд. Короче, давным-давно, в стародавние времена, помните, была книга Аюрведа, которую написали древние моголы. То есть это было еще до Индии современной, да, это была другая цивилизация. И эти люди, они всерьез занялись изучением ну вот именно образа жизни, да, на человека, еды на человека, да, вопросы долголетия, здоровья, наверняка, да? Производные аюрведы, они в текущий момент вообще везде есть. Вот все, что не возьмешь, йога, цигун, там даже бадзи, короче, даже фэншуй, это все ветви из аюрведа на самом деле. Где-то вот такое. Да. Сама по себе аюрведа как наука, она перекочевала потом в Европу, и из нее образовалась классическая медицина. Так. Да, то есть начали по рецептам аюрведическим. Гиппократ. В том числе, да. Привез в Европу, короче, получается, аюрведу Авиценна. Авиценна переводится китаец. Абусинна, да. Он был китайцем. Он же таджик. И считается, что вообще он первый плов придумал. Ну, в смысле, он же... Нет, я согласна, он жил там где-то в том районе, да, но он просто был кочующий лекарь, который владел аюрведой, да. И по его рецептурам европейские врачи начали готовить лекарства. То есть первые лекарственные формы в Европе, они производились из обычной растительной пищи. Да. Вот, и получается... потому что лекарств не было химических. Ну да, сама по себе потом химия же возникла очень поздно. То есть таблицу Дмитрий Иванович Менделеев когда придумал, это вот буквально вот недавно было, да? Ну, как бы да. Да, как бы да. Ну и люди все начали ковырять, они начали ковырять вот эти вот формулы, все усложнять, делать как вот можно сложнее. То есть химические сейчас вот эти медикаменты, которые продаются, да, они могли быть и не такими, да? Они могли быть более лайтовыми. Давайте немножко расскажем. Да, немножко расскажем. Обсудим. Давай обсудим. Короче, мы делаем печеные яблоки, да? Для того, чтобы яблоко взяли. От сердцевины. Затем добавили туда изюм. Кешью, орехи. И вот сейчас мы вставляем, получается... Немножко гвоздичек. Положили мед, да? Мед обычный, как сказать, разнотравие, цветочный, скорее всего. Вот здесь я поясню по этому рецепту, да? Внутрь можно положить что хотите. Хотите не сладко, не кладите мед. Хотите сладко, кладите мед, да? Мед это же сахар. Хотите мясо, хотел сказать. Да, нет, а что ты смеешься? Можно сюда внутрь сыр, например, положить, кто тебе мешает? Запечется, у тебя сыр будет печеный. Плохо, что ли? Ну, то есть внутрь можно положить что хотите. Можно, не обязательно это может быть виноград, допустим, да? Можно положить там, абрикос, да? Что у нас там бывает? Финики. Финики, абрикос. Какие-то сухофрукты. Сухофрукты хорошо подойдут. Что найдете в холодильнике? По сути дела, да. Вместо кешью может быть... Я кешью купила, потому что распродажа была на кешью, да? Корица тут нужна для аромата немножко, да, так же, как и вот немножко душистого перца. Это просто ароматизаторы. Для того, чтобы появился какой-то там Ну, то есть, когда она в тепле, они там дадут Они начнут раскрываться. Да. Причем у нас корица самая дешевая. Как она правильно называется? Кассе. Вот, кассе. Это подделка. Обычно в магазинах продают вот в пачках корицу, по сути это кассе. Да.
Многие не знают, она выглядит, например, очень похоже с настоящей корицей. У меня сейчас просто настоящая корица кончилась, к сожалению, и пока нет возможности за ней куда-то съездить. За ней нужно И реально заливается ехать. все соком, я так понял. Вообще не в ППшном варианте заливается вином, Верно. но в принципе, знаете, можно и вином заливать, потому что, по сути дела, алкоголь из вина все равно испарится, то есть виноградный сок просто он дешевле, или вот такой вот яблочно-вишневый, и он более, ну вот этот детский, он всегда натуральный. В него сахар не кладут, такой, который для малышей. Ну вот это специально Да. такой детский, да? Да, это просто обычный детский Еще? сок. Так. Ага, давай еще маленько подольем, а то он выкипит сразу. Обычно советуют вот такую форму, когда кладешь, наливать примерно по высоте где-то треть от высоты вот этого предмета, в котором печется. Потому И что то есть за когда то время, пока она будет стоять, этот Да. сок, скорее всего, часть просто выпарится. Он выпаривается. 180 конечно. градусов Не, мы будем печь на 200. на 200. Да, чтобы была Да? корка. Ага. Так, аккуратно. Так, кладем. Там 180 стоит, да? Тут 180 стоит. Надо Давай Добавить? 200, давай поднимай. 200 поднимаем. Яблоки пекутся быстро, минут 20-25. Если температура высокая, соответственно, они запекутся быстрее. И вот когда мы печем на высокой температуре, есть такой прикольный эффект. У тебя снаружи получается корка, а внутри оно может быть немножко такое сыроватое, знаешь, такое альденте. И вот эта текстура, она такая тоже бывает интересная. Ну, то есть в зависимости от того, как ты любишь, такую температуру и можешь сделать. Это же яблоко, это же не мясо. Это с мясом, конечно, там нужно допекать внутри все вот это, да. А с яблоком можно делать, что хочешь. Это безопасно. Мы приступаем к каше. Да, теперь мы начинаем готовить нашу Это Вода должна кашу-пюре. кипеть. Мы сначала, ну, нет, это вообще очень легкий рецепт. Сначала надо насыпать крупу с водой, да. Амарант очень хорошо разваривается, он варится примерно 1 к 3. Он не должен быть густым вот для этого рецепта. Нас немного, поэтому Так, это убираем. не люблю весы кухонные, да. Ага, проще как-то вот примерно на глаз наливать, потому что запасом можно налить, да, все равно она при стоянии на комфорке испаряется частично, да. Ага. Все, включаем. На сильный огонь? Да, на сильный. Сначала на сильный, потом меньше. Доведем до кипения, и потом надо будет подождать 10-15 минут, помешивая. Вот ложка. Я пока начну готовить другие составные части нашего смузи. Для этого нам надо будет вот эту хурму сейчас разделать и ее сделать в пюре. Пюрешку туда в это превратить Ага, с помощью блендера. с помощью блендера. Можно я маленький нож возьму? Ага. В принципе, самая сложная процедура у нас закончились, по-моему. Дальше вообще все еще изи. На Не изи. люб- Да, вообще не люблю Мы- сложные рецепты. Основным справились. Да, с основным мы справились. Слушай, а как можно получить образование вот этого нутрициолога? Где ты учился? Смотри, сейчас, получается, существует, есть российский стандарт этой профессии новый, да? Его вот недавно ввели. Она уже в какой-то классификатор еще вошла тогда? Да, получается, скоро будет на нее, короче, скоро придет вопрос о лицензировании. То есть я просто заблаговременно обеспокоилась этой профессией, потому что нутрициолог, скорее всего, будет то же самое, что и медработник, потому что это все касается системы здравоохранения, по сути дела, да? Мы же здесь... Ну, то есть, чтобы кто попало этим не занимался. Конечно, ну то есть, извини меня, вот, допустим, вчерашний юрист, он такой пошел учиться на нутрициолога, и что это будет? Если он химию в школе даже не знал, да, ну, извините, ребята, ну нет. Там же надо еще, получается, разбираться. Пришел к тебе клиент. Для начала, наверное, надо сдавать анализы, да? По-разному. Как проходит Нет, вообще? вообще обычно, смотрите, у меня вообще консультация такая, как да? вообще выглядит, да? Как это вообще выглядит? Я, например, так консультирую. У человека, например, может быть, во-первых, начнем с того, что хроническое заболевание, да? Зачем при хроническом заболевании какие-то там прямо сейчас анализы? Ты же и так уже болеешь, ты хроник, допустим, да? У такого человека достаточно, например, анализов, которые он так и так раз в год вынужденно сдает, потому что следит за этим состоянием, да? А в динамике? В динамике. Да. Ага. Вот. Если человек, допустим, не болеет, и у него есть, например, такие показатели, что-то я много устаю, например, или там, что-то мне там, короче, голова все время болит, врачи ничего не сказали, или там, мне говорят, у меня, наверное, аутоиммунное, но не подтвердилось, да? Ага. Вот такого человека... Что-то я начал толстеть. Да, что-то я начал толстеть. такой Может же. быть, Да, да. может быть. Ну, то есть, когда человек не понимает, что с ним, да, и терапевт, допустим, ему не сказал, там, да, у вас, ну, типа... Вроде анализы Да, все в порядке всё вроде, нормально, да? как бы, да. Да.
Вот такой человек тоже ко мне может прийти, и мы конкретно с ним начинаем разбирать, что он там кушает обычно, как он обычно живет. Считаем, сколько он энергии тратит, допустим, сколько он ее получает, потому что пища – это всегда энергия. И нутрициология – это всегда и про… Опять же эти КБЖУ. Да, КБЖУ Куда деваться, смотрим, да? ага. КБЖУ, потом состав вот продуктов, потому что некоторые имеют привычку, например, есть очень ограниченно. Ну, бывает такая плохая привычка мало кушать, например. Это очень плохая привычка. Да ладно. Да. Я думал, много кушать это плохая привычка. Нет, надо нормально кушать. И много, Но и мало в это меру. плохо. Да, в меру надо А кушать. как узнать? Но. Ну вот свою меру можно у нутрициолога как раз и определить. Мгм. Ага. Потому что для этого существует куча разных экспериментов, это все изучалось, это же не голословное утверждение. Ну да. Например, энергообмен человека засекался по кислородным камерам, то есть сколько человек через себя продохнул кубометров кислорода в течение суток и сколько выделил углекислого газа. Из Так. этой формулы в обратную сторону считается, сколько он энергии потребил. Ну, это химическая формула, это уравнение обычное. Мгм. Ага. И все, и на основе этих уравнений можно для каждого человека подобрать, получается, индивидуальную вот эту вот потребность. Каждый вид деятельности тоже это потребность, да? То есть, Ну да, допустим, вдруг он вот, например, у чернорабочий. Семена работа очень физически тяжелая, он же шеф-повар. Да. Всё время У на него- ногах. Да, да, да. Ему нужно много энергии. Ага, мы с тобой люди попроще такие. Ну, там, Что ты ведущий, взяла, там. может, нет? Да, и Ой. что ты? Вот повара, лесорубы, короче, это вот все самые жесткие, по-моему, профессии, Ничего ты самые. сравнила от повара, лесорубы, грузчики. значит. Ну, а что ты смеешься, грузчики? Ну, не, ну я понимаю. Разные понимаю, есть грузчики, которые, допустим, там, ну, ездят они там на каре, да, ну, это другой энергообмен. Есть грузчик, который будет все таскать на себе, да, другой энергообмен. Есть, допустим, преподаватель в школе, с детьми тоже очень много энергии тратишь, да. Есть офисный работник, там вообще везде Психологической сидишь. энергии. Да, и вот это вот тоже все учитывается в питании, просто я даю рекомендации под каждого человека конкретно, потому что все мы плюс-минус-то все равно разные. Мы как бы в общем человеке, ага, у нас опять-таки есть два биологических пола, один родитель, два. Мгм. Ага. В семье, вот, допустим, мама и папа, у них разные столы все равно должны быть, потому что женщины и мужчины физиологически сильно отличаются. Ну да. Мужчина должен больше кушать, элементарно. Ну Да. да. Потому что мужчина выше, у него мышечная масса больше, тратит он из-за этого больше. Мгм. А женщины в зависимости от конституции и видов деятельности тоже бывают разные. Например, вот женщины-тренера, если у нее такая мышечная масса еще, да, конечно, да, объем большой будет. Или вот балерины, например. Ну, Ну, которые активно спортом. Да. Слушай, а как, ну, допустим, есть два человека, у каждого одна и та же проблема, например, лишний вес, да? Но усваиваемость, обменные процессы разные, как это все высчитывается? Подожди, сначала нужно разобрать здесь причину лишнего веса. Они же разные бывают. А, Да, даже, еще так, так, даже так. конечно, конечно. Ожирение у человека с бухты-барахты из-за того, что он там много или мало кушает, это вовсе не так. У человека может быть, допустим, у меня, например, вот мое ожирение тяжелой формы, когда было, да, оно возникло на фоне нелеченой анемии и воспалительного процесса. То есть у меня на почке выросла киста, это воспалительный процесс. Мгм. И после кесарево сечения у меня случилась глубокая анемия, потому что произошла большая потеря крови. Вот, и мое ожирение было обусловлено двумя этими факторами, да? Но это вот мой случай. Как у другого человека, может быть, это же с ним разговаривать надо, выяснять. Допустим, возрастное. Ну, там обычно же с возрастом люди начинают. Ну, если возрастное, там же может быть накопленная вот эта вот как раз неправильная привычка питаться. Например, да. человек слишком много жира всю жизнь Гиподинамия. съел, например, да, или гиподинамия Да, тоже. просто Вообще раньше ходил в спокойно. спортзал, а потом после 40 лень стало. Вот. Да. Ага. На Со диване спортзалами больше. вообще вот так. Если ты, например, с детства занимаешься спортом, тебе, например, чтобы от спорта отвыкнуть, тоже резко бросать никак нельзя. Совершенно верно. Да. Это инерция, да. Ну, то есть, Ну. как ты без спортзала, ну, в моем случае, я как-то чувствую, ну, куда-то надо пойти, где-то вот энергию деть. Да, просто спортзал нужно, получается, потихоньку трансформировать. У нас же еще с возрастом истончаются сухожилия, допустим, да, и вот эти вот, вот то, что между костями надкостница, она тоже вся Да-да-да. истончается. Хрящи и всё Хрящи, прочее. да, они изнашиваются. И поэтому с возрастом, конечно, там ходить, тягать рывками штангу – это плохой вариант. Ну, да. Надо попытаться там трансформироваться, но, может быть, там через бег уйти, да, в йогу в ту же. Силовая йога, она, допустим, Плавание. очень энергозатратная. Плавание Настольный энергозатратное. теннис. Да, Да, много да, да. вариантов. Надо просто под себя подбирать, чтобы… Самое главное, чтобы не получать физические травмы у нас в Якутии. У нас же в Якутии физическая травма
и потом сопутствующий воспалительный процесс у многих есть. Ну, то есть неправильное занятие спортом. Не в меру, да? Например, да, либо очень какие-то опасные профессии. Ну, много у нас опасных. Или опасные хобби. Охота. Опасное же хобби. Ну, да. Да. В горы пошел. В горы пошел. В горы пошел на охоту. Да. Ну, то есть человек должен понимать, что любой вид деятельности, которым он занимается, он имеет какие-то все равно, может, вернее, иметь какие-то последствия негативные и соблюдать просто технику безопасности, например, да, если он взрослый человек. Это все или... Вот. Вот про это наука, про все вместе. Да, интересно. Ага. Такой New Age шаманизм, скажем так. Даже такое определение есть. Ну, Но это совсем недавно же, да, стало популярным. Ну как популярным, она, ну, модным, можно сказать. да чуть-чуть. нет, но смотри, вот, допустим, если говорить про другие страны, которые, ну, как там, развитые, неразвитые, я так не скажу, да? Ага, есть, например, ну, ладно, я скажу это слово Штаты, да? В Штатах нутрициологи, они вообще давно работают. Да, причем они отдельно выделены, у них целые институты, и они всегда сотрудничают, допустим, с крупными научными центрами. Вот, к сожалению, недавно закрылся у них большой хороший проект по паразитологии. Был просто огромный институт с 90-х годов, который изучал микробиом человека. Это же очень важно. Наш кишечник, например, населяет где-то порядка 10 не миллиардов даже. Там, блин, какой следующий бактерий. порядок? Да там всего, там все Триллионов. там есть. Там вообще, короче, триллиарды всего живут в нашем кишечнике, да? И они все разных видов. И вот это вот все, это микрофлора и, соответственно, наш иммунитет. Ну да. Да, был институт, который этим всем занимался, вот с ним плотно работали нутрициологи, да, химики, биохимики, да. А потом началась вот эта эра военных конфликтов, финансирование закончилось. Хотя, казалось, на самом деле, всему человечеству это было нужно. Ну да. Ну вот. Ну то есть мы живем в нелогичном мире. Ну, все относительно, я как физик. Не, скажу, вари, что всё ты относительно. его не бултыхай, его надо именно, чтобы он кипел, стоял, побудь его. Редко, когда шефа кто-то учит, ну ладно. Не, ну просто Ну, амарант пусть, это так... ну пусть. Короче, я этот амарант вообще в мультиварке последний раз варила, потому что там типа крышку закрыл и ушел. Ага. Так, у нас каша уже, по-моему, уже подготавливается, да? осталось Юля? совсем Да, немного. чуть-чуть, ага. Чуть-чуть осталось, Ждем. да? Ну, все-таки, Юля, у меня, как у обычного обывателя, да, простого человека, есть такой вопрос. Чем все-таки принципиально отличается нутрициолог от пищевого технолога или диетолога? Не, но у меня В чем квалификация пищевой технолог тоже есть. Она же одновременно тоже выдается. Ну, то есть, как бы без знания пищевой технологии ты не умеешь готовить продукты. Логично? Да. Вот. Просто химику ее даже в какой-то степени проще получить, потому что химическая технология, она еще более сложная бывает. У нас там капец страшак, там еще с кислотами там мы работать можем в лабораториях, да? Ага, кухня, она в этом плане щадящая. Вот. А относительно медицинского диетолога, медицинский диетолог – это врач, который работает в медицинском учреждении и составляет диеты на период нахождения человека в стационаре. Человек в стационаре отличился. То есть у вышел. которого есть конкретный диагноз. Да, вот он пока там лежал, вот его кормил врач-диетолог. Он из больницы вышел и может идти к нутрициологу, как вариант. Как вариант. Да, а может сам есть там. А как Ну, бы отношения это его. диетологов с нутрициологом? Есть там какие-то там точки соприкосновения или либо наоборот моменты, У которые нас друг какие друга не точки понимают? соприкосновения с врачами могут быть, да? А в плане, допустим, иногда бывают нужны, конечно, человеку клинические исследования. Но это, в принципе, видно. И вообще хорошо заниматься этими клиническими исследованиями, то есть сдавать анализы, да, делать флюорографию. А у кого хронические заболевания, делать УЗИ, там, МРТ, КТ. Сейчас же способов диагностики много. Да. Медик потом, да, может скорректировать какие-то медицинские формы. А нутрициолог, если вот, пришел такой ко мне, допустим, человек с назначением, я ему просто с учетом этих медикаментов буду рекомендовать или не рекомендовать продукты, чтобы не было наложения. Потому что очень много медицинских форм содержит в себе витамины. И, например, если человеку выписали витамины группы В с магнием в таблетированной форме, соответственно, в рационе я вот эти вот микроэлементы и витамины буду занижать, чтобы у него не случилась передозировка. Вот такой, например, есть момент. То есть нутрициолог – это не человек, который там говорит, идите все ко мне. Нет, не в этом дело. Сейчас у меня, вот, допустим, на лечении несколько человек есть, я, наоборот, сначала внимательно выслушиваю, что сказали врачи. Просто иногда бывает такая ситуация, когда врачи не сказали ничего. Они сказали, у вас, может быть, там, мы не знаем.
Такое тоже бывает же. Может быть это, может быть то. Да, Ну, или идите дальше да. куда-то. Направляйте других короче, специалистов. да, или, короче, вот идите там, ну, идите, к психологу идите еще куда-то, Да. например. Ну, можно вот прийти к нутрициологу, потому что не всегда психолог может помочь. Психолог — это же про другое. То есть он может там по семейным конфликтам поучаствовать, да? А учиться готовить можно, вот, допустим, даже у нутрициолога. Я в принципе, с нуля иногда учу людей готовить, если прямо есть потребность. Ну, индивидуальное занятие. Вот мы там стоим, учимся яйца варить, Что-то кашу делаете. варить. Правильно. Да. Как это сделать проще, короче, дома? Потому что человек же обычно питается все равно дома. И потом человеку надо учиться ходить по ресторанам, по кафе, то есть выбирать себе меню в рамках своего вот этого вот, То какого-то, есть да. его потребности, его Чтобы он понимал, вот необходимости. вот он, допустим, болеет, но хочет куда-то ходить в общественное место, да, и надо это делать. Почему надо? Не надо же, если ты болеешь, надо, наоборот, получать удовольствие от жизни, да, стремиться выздороветь, тогда ты только поправишься. Класс. Все. Все, класс, да? Да, все, класс. Слушай, Следующий наш ну этап. вот уже не секрет то, что нутрициология уже помогает, да, но говорят, она может вообще Давай, чудеса один сделать. подъемчик. Ну, как в твоем случае было. Ты же излечила белковую аллергию своего сына, да? Как получилось это? Да, вообще это старая технология, которая меня так лечили. Я родилась примерно так же. Это вообще проблема всех детей с искусственным питанием. А искусственное питание – это следствие кесарево сечения. Ну, это я никому не секрет никакой не выдам, так и есть. То есть, если женщина сама не родила, ребенку придется кушать вот эти вот смеси. И вот со смеси слазить надо очень прямо вот покапельно. То есть каждую неделю ты там что-то капаешь. Начинаешь там с какого-нибудь кабачка, ну, который вот точно не вызовет реакцию иммунитета. Потому что ребенок, который родился с кесаревым сечением, у него иммунитета вообще нет. Ну, другой иммунитет. Нет у него иммунитета. Или слабый. Потому что иммунитет наследуется через родовые пути матери. Если ребенок родился кесарево, он родился в стерильной зоне, и у него вообще нет иммунитета. Ага, и иммунитет он начинает получать вот всяко разный, короче, ну, то есть это может быть, конечно, человеку, которого, допустим, вышел вот так вот, кесарево родился, да, потом его искусственно кормили, ему, и это потом мы добавим, ему надо, короче, все приучать. Для этого, соответственно, ребенка надо по всяким, ну, не по помойкам, конечно, там, да, ну, желательно на море свозить, там, куда-то свозить, ну, чтобы у него вот просто эти бактерии потихонечку прилипали. Ну, прививки делать, конечно, надо обязательно, да. Ну, это целое дело, да. Целое дело. Целое дело. Так, объясни, пожалуйста, вот теперь, что происходит? Так, Бананчики, теперь смотрите. бананчики, черника, голубика. Да, голубика в данном случае у нас просто подкрасят, потому что, смотрите, амарант вареный, он выглядит очень неэстетично. Вряд ли Ну, кто-то да, за да. это захочет есть. И здесь вот, чтобы подкрасить, можно Это использовать... какая-то вулканическая порода. Да, он похож на как будто землю в воде, да? Там Да, что-то сделали какой-то стрёмный, короче. Пахнет он неплохо, он пахнет съестным. Ну, то есть, если к внешнему виду не притираться, можно и есть, да? Вот. Блендер, пожалуйста. Так, Ага. аккуратно. Аккуратно. И смешиваем. И просто вот, видишь, мы когда перемешиваем, получается, ягода окрашивает вот эту смесь, ну, в какой-то более-менее такой красивый оттенок. Да, лиловое пошло. Ну да. Еще это, да? Подожди. Все? Да? Да. Он стал относительно равномерным. Убираем. И теперь мы его будем сортировать, сервировать. Сортировать. Сервировать будем, да. Хорошо. Будем сервировать в хайболах. Ну, стаканчики эти называются хайболы. Кто не знает. Хайболы. Так, хотя это, наверное, так, нам нужно 2 больших ложки, наверное, еще. Вторая чистая есть? Есть. Сзади. Вот давай я помогу. Так, как у нас там Мы яблоки? сейчас... А яблоки, кстати. А что, они же не пахнут? Пахнут. А мне пахнут конкретно. Идут. Не, они это... Еще не это, да? Да. Да пусть постоят. Стоят. Начали только пахнуть. Ну и все, и получается, мы сейчас вот эту смесь и хурму выкладываем слоями, а потом декорируем для подачи. Семен, наверное, умеет это делать вообще Так, круто. сюда? Первый, что? Без разницы. Без разницы, полосато, чтобы было Да, давай сделать. на камеру, чтобы видно было. Смотрите, такие тынг-тынг-тынг, да? вообще для чего вот в этом рецепте находится какая-либо крупа?
Для чего, да? Для сытности? Для сытности, потому что в крупах всегда есть белок. Да. Да. Вот у амаранта белок по составу очень хороший, он легко усвояемый и содержит очень много незаменимых аминокислот, которые нужны человеку. То есть, по сути дела, это такой протеиновый коктейль в какой-то степени. При этом у амаранта есть в составе, поскольку это все-таки не такая, не крупяная культура, а зерновая, да, в составе есть омега-3, омега-6, незаменимые вот эти вот жирные кислоты. И, необходимые человеку, да. Без омега-3, омега-6 человек жить не может. Которые в нашей рыбе есть, между прочим. Вообще, вот давай вот здесь вот скажем так, оно во всем есть. Омега-3, омега-6 есть во всем, но разная концентрация. Ну да. Животные сами омегу-3, омега-6 получают из растительной пищи. Поэтому, соответственно, концентрация омега-3, омега-6, она выше в растительной пище. И во всех орехах, во всех маслах есть омега-3, омега-6. Ну да. Это великий секрет, который почему-то, ну не знаю, там не афишируется. Просто составы немножко разные. Угу. Да, то есть, ну, видно же, да? Там процентное соотношение. Процентное соотношение разные, да. Поэтому очень хорошая практика просто на кухне использовать разные масла для заправок. Да, то есть не все там подсолнечное, да, а когда-то оливковое, когда-то льняное, когда-то кедровое, да, когда-то грецкий орех, когда-то авокадо. Тема, да. И все. Слушай, такой провокационный может быть вопрос. Топ-10 продуктов от Юлии Заболоцкой-Избековой. Есть у тебя такое? Хлеб. Да ладно. Мы такие, как? Какой хлеб? Любой, вкусный. Ну, лучше, конечно, хлеба, которые производятся по ГОСТу или по тех условиям. Но есть такие параметры, да? Сами понимаете. Это вопросы безопасности просто. Либо домашний хлеб. Хлеб, который производится, ну, в какой-нибудь дорогой пекарне, такой типа там чиабатта, такой совсем воздушный, он может быть полезный, вкусный, но просто в нем может быть, например, многовато сахара. Это что же надо учитывать, да? Ну да. Ага, вот эта воздушность, пышность, это же все вот сахар, это очень много дрожжей. Сахара, дрожжей, опять да, может быть too much, да. Да. А вот обычные хлебокомбинаты, они обычно используют классические технологии, которые уже десятилетиями проверены. Просто их прямо свежими кушать не сильно полезно, их советуют все хлеба выдерживать сутки трое. Чуть-чуть зачерствело. Не заплесневело, да. Не заплесневело, зачерствело чуть-чуть. Ну, то есть покупать вчерашний хлеб – хорошая практика. Даже так? Да. Ну, вроде невкусно, но зато да. Да. Ну, чтобы стать вкусным, его же можно подержать на сковородке, или в духовке, или в микроволновке, да, или в тостере, и он опять будет хороший. Чуть-чуть подогреть на пару. На пару. Так, дальше. На втором месте у меня кисломолочка. Ага. Ну, любая. Особенно нам, якутам. Я вообще фанат сыра, например. Ага. Я люблю... Немного жира там разве? Они же разные сейчас. Да ладно? Да. Всегда на упаковка пишут, даже вот сметану, например, берешь, тут же жирность указывается, вот это, например, вот 15%. А сыры же 70% всегда. Нет. Ну, сейчас производят, если, допустим, человеку запрещено, вот смотрите, какая красота. Сейчас мы еще улучшим. Тут у нас есть знаменитые семена чиа. А это кто? Короче, это из той же серии, что и амарант. Да. Модная еда. Суперфуд. Да, суперфуд. Ага. Ну, бомба, короче. Да, мы их так... Кстати, он хорош с кисломолочными продуктами, также и в мороженом. Ага, в мороженом. Ну, это биодобавочка, она тоже концентрированная. Вся растительная пища всегда содержит очень много витаминов, микроэлементов, поэтому почему бы и не семена чиа. То есть натуральный витамин, то есть можно витамины не кушать, поливитамины, а вот через эти продукты, да, брать? Да. И еще кокосовая стружка, да, или что? Да, мы посыпем. Ну, это просто для красоты, это чтобы было так вот поинтереснее. Стружка кокосовая? Ага. А, да, точно, я угадал. Да, кокосовая стружка. И мяту. Да, сделаем тут букетики немножко. Сейчас же март, хочется немножко весны, да? И это, ну, как... И еще вот есть такие прикольные кумкваты. Так, мы вот эти возьмем. Такие штуки. Кумкваты, их можно кушать с кожурой, кто не знал. Да, кстати. Да. Моя супруга тортиками украшает. Можно, да? Вот так делаем. Они же там в этих бывают, листьях. Так, кладется. Вот смотрите, какая красота. Шедеврально выглядит. Шедеврально, да. Давайте поснимем, пусть покажет. Аккуратно. Опа.
Сейчас мы их это чем-то проверим. Проверим. Ну, пахнут они классно, да, они вообще, смотри, Да, как они хорошо уже, припеклись. я же близко стою, Да. тут и корица. Видишь, вот здесь Если вот у нас вон. началась слезать уже Ага. кожура, это уже показывает. Да, смотри, классно, да? И внутри вот мы можем шляпку есть, можем есть, вон там внутри вон. Там А внутри классно. еще что-то там белое. Да. короче. Это яблоко само по себе Ага. вот так запеклось, да? Или Ты, что ты это? кушать будешь? Да. Давай. И смотрите, короче, я рекомендую кушать вот такую еду с галетами, С крекерами, да. да, и Галеты. со сметаной. Почему? Потому что здесь жирности, например, вообще практически нет. Тут только Так, немножко орехов, и- может не хватать жирности, да, продукта. Чтобы был нормальный уровень КБЖУ. Шутка. Ну, типа того, да. То есть, и получается, это галета, это тоже вид хлеба, Да. заметьте, да? Как- Она готовится с солью. Совсем без соли есть нельзя. Вот когда говорят ограничить соль, это имеется в виду, что ее нужно просто дозировать. В данном случае это же у нас без соли, вот это у нас без соли, соответственно, Без где-то жира, соль должна быть. жир, соль. Да. Все Вот. в меру, да? Да. И все, мы получили Действительно. белки Мне кажется, это похоже на Углеводы. завтрак больше. А может, и или обед. десерт. Девчуковые, или десерт. девчуковые посиделки. Подростки такую еду любят. Смотрите, она Да. же вот, это вот, у них сейчас был там сериал «Венсдей», это вот в их прямо теме. В теме, да? Ну, это может заменить полноценный завтрак же. И обед даже. Да тут калорийности на самом деле на полдня вот мне. То есть я могу Даже вот такой, да, то есть я Если потом, всё съесть, ну, если, либо- или если все порцию? съем, это мне на 2 дня тогда На будет. 2 дня. Да, то есть не сказать, что это не калорийное, это нормально. Яблоко, допустим, оно выходит сейчас где-то в районе 250-300 килокалорий, только одно яблоко. Да, если мы туда добавляем печенюшку, ну такая маленькая печенюшка, она будет, ну там, не знаю, килокалорий 15-20, это не в счет, да. Ложка сметаны тоже. Ага. Вот это тоже штучка очень калорийная. Килокалорий 200-300. Ну, то есть в зависимости от того, какая у тебя калорийность, можно добавлять, не добавлять или там заменять продукты. Альтернатива, либо Всё. добавка. Все считать. Да. Так. Ну, давайте, друзья, Давайте. торопиться. Время у нас передачи потихоньку подходит к концу. Давайте выложим наши яблоки, Так, покажем обязательно галетку надо. галетку. И, может быть, Обязательно сметанки сметанку надо. ложечкой. Пожалуйста. Это, кстати, классный рецепт тем, кто торты не любит. Вот есть же люди, которые кремовые торты не любят, чоп яблоко не запечь с галетой. А почему нет, да? И очень просто, быстро готовить. Мгм. Ну. О, О, супер. рука мастера. Сейчас покажет. Давай туда еще это, голубика же есть еще Мгм. так. Плюм-плюм. да? Положи. Давай. Мне кажется, парочку, тройку надо. И А это- бы ты! и это я Знаете, возьму. Гиги? Это же надо знать еще, куда положить. Да. Семен так красиво все делает, да? Поэтично. Ну, как будто не спеша, но получается класс. Давайте покажем. Красота. Да. И пока Семен следующие порции сервирует нам. Юль, Давай. ну давай все-таки пробежимся по этим. Да, мы, по-моему, это... Топ-10, да? Топ-10, мы два уже упомянули. Ага. Дальше получается у меня пекинская капуста, вообще ее обожаю. Потом рисовая лапша. На 5-м месте у меня, наверное, оленина. На 6-м месте я люблю кижич из рыбы. Мгм, красная рыба. Да. На 7-м месте у меня потом отдельно выделена голубика. Это прямо вообще, я ее могу есть тоннами почему-то. Потом очень люблю... Что я еще люблю? Остальное там уже мешанина, понимаешь? Вот я даже Ну, вот не- это ты назвала все продукты, которые, ну, скажем так, и полезны, и нужны, и витамины, и все прочие, и минералы, и омеги всевозможные, да? Либо это чисто вкусовые пристрастия. Это мои вкусовые пристрастия, у каждого человека же они свои, Мгм. а витамины, минералы, они содержатся, ну, везде, по сути дела, просто они содержатся именно в растительной пище больше. Мгм. Ага. Ну, ты как нутрициолог тогда утверждаешь, что человек может кушать все. Человек должен кушать все, должен стремиться к биологическому разнообразию. Хорошо, если у человека 200-250 наименований продуктов на еженедельном столе. Да, это залог вот, здоровья и долголетия. Но это включая чаи, там, специи, да, Да. разные варенья. То есть это не... Варьировать, это Варьировать жонглировать вот этими, да? Ага, и очень много же существует легких рецептов. Вот чем тебе бутерброд не рецепт? Да. Да, тоже рецепт.
То есть не надо стесняться просто комбинировать продукты. Вот Ну, мы сегодня тоже показали. не по Семене будет несложные. сказано. Семен, ты знаешь, что яичницу можно там... Сколько рецептов ты говорил, можно сделать из яиц? 100 рецептов. Да, До 100 рецептов. вот С ума рецепт, сойти, с ума конечно. сойти. А рецепты есть, они сейчас же очень много сайтов, где, допустим, пишут КБЖУ тот же. Ну, иногда просто видите, почему бесплатные сайты плохие, потому что информация может быть неправильно, да, искаженная, вот в этом дело. Поэтому надо ориентироваться еще и на свои ощущения, на свои вкусовые пристрастия, да, не идти там сильно на поводу у людей, которые пропагандируют какую-то пищевую моду, потому что пища – это не мода. Пища – это потребность в первую очередь. Об этом надо помнить. Что, давайте жрать. Да? Да, давайте жрать или кушать, или пробовать Да, пищу. пробовать. Чем мы вооружаемся, вилками или ложками? У меня вилка есть. Да. Вилка Она есть? чистая. Держи. Она чистая, да, вот вилка, ложка. Давайте тоже Ну и вилка. давайте пробовать. А вот это когда будем потом, да, за кадром выпьем, да? Нет, ты сейчас сразу ешь. А, да? Ну, Ешь, давай, ешь. Ешь, Ешь, ешь. ешь. Тогда уж ложка нужна. Знаете, большая ложка. Да, где моя большая ложка? Ну что, Да. приятного аппетита. Давайте Приятного пробовать. аппетита. С чего надо начать? Вот этого, наверное. Да что хочешь. Можно перемешать. Ну, это вот вообще как бы. Открываем крышку, хотел сказать. Так, вот. Прямо как у Фрэкенбока. Прикинь, вот. Мне просто, я же говорил, вот, у меня печеные яблоки с Карлсона. А, Божественно вкусно. Здорово. Классно же, да? Вообще класс. Ага. Черника, Ароматы хорошие такие. черника, мед, орех. Пиши вообще превратилась в Кешью, это. ага. Ну, Оно мягкое стало. Мягкую консистенцию. мягким стало. Ну все, класс. Как, Семен, у тебя? Классно. Закивал Семен. Ну, мне понравилось. Ну, вообще, орехи с яблоком, они очень комбинируют, когда особенно и в запеченном виде. Есть множество рецептов именно и вариаций. Да. В домашних условиях можно спокойно готовить. Ну, У вас, действительно, например, изюм тоже залежался, или, может, какие-то орехи, грецкий орех, там, кедровый орех. Просто ты, когда принесла так много всего, я подумал, боже, что будет происходить вообще, да? А Что тут за смотрю, раз, вакханалия, да? раз. Всего понемножку, И вроде бы аккуратненько. все достаточно просто. Юля, спасибо тебе за вкусные эти, интересный рассказ. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дожуть спокойно и вперед с песней. Пожалуйста, вот на Ага. эту камеру. Хорошо. Что я вам хочу пожелать? Ну, будьте счастливы, наслаждайтесь весной, жизнью, вкусно кушайте, старайтесь это делать как можно более разнообразно и берегите свое здоровье. Юля, еще раз спасибо, что ты была гостем нашей передачи. А я, друзья, вам скажу, что у нас в гостях сегодня была Юлия Заболоцкая-Избекова, первый нутрициолог нашей республики, Семен Тарбахов, как обычно, со мной, я Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Будьте здоровы, друзья. Кушайте действительно всегда просто вкусно. А мы уходим за кадр и Да. кушаем наши пирожки. Пирожки, смузи. Сегодня мы можем большой фрукт.